Каримов чувствовал важность какую-то быть вот такой неинтегрированной страной, да, фактически. Для него это было как-то важно, потому что он знает, что такое бегать в Москву из своего прошлого, как первый секретарь. Для него независимость означала реальная независимость от Москвы. То есть для него это был такой болезненный вопрос, не приближаться так, чтобы не казаться никогда частью Советского Союза. То есть чувствовать себя ханом на своей земле. Сейчас, вероятно, эта ситуация может поменяться кардинальным образом, потому что говорится о 3 кандидатах, да, вот, нескольких кандидатах, но ни один кандидат не славится своей либеральной точкой зрения, а более славится таким пророссийским каким-то связям. То есть, говоря об Инаятове, Инаятов выходит из КГБ. Насколько они связаны до сих пор, какими узами, никому не известно. Говоря о Шавкате Мирзияеве, Шавкат Мирзияев в родственных связях с Алишером Усмановым, еще один российский олигарх узбекского происхождения. Хороших, скажем, таких родственных связях, очень близких даже, тесных. Говоря об Азимове, некоторые утверждают, это министр финансов Узбекистана, некоторые утверждают, что Азимов такой прозападный, да, но опять какими-то своими особыми прозападными инициативами он не славится. Зависимость Узбекистана от России, она невероятная, да, там есть миллионы рабочей силы. Да, в 2015 году они говорят, что сократилось на 50% отправление денег и составило где-то там 3-4 миллиарда долларов, да, то есть это огромные деньги. А представьте, это при сокращении на 50%, сколько это было до этого, да. То есть есть такое, как сказать, общее мнение, кто бы ни пришел к власти, чтобы попробовал наладить еще лучшие экономические отношения. Но можно ли при этом остаться независимым политически, это остается очень большим вопросом.